Китайцы, если что-то подгонят вам, так можно и сказать китайцам: будете подгонять, вам санкции врубим. Все делается. Нет желания. Видно, мощно это все сделать. Но, конечно, в идеале, я это хорошо понимаю, как можно заставить Россию быть сговорчивой. Они понимают очень хорошо. Вы знаете, я русских людей хорошо знаю. Я хочу сразу сказать, ребята, я не нападаю на народ. Народа плохого не бывает. Просто русские в массе своей оказались подонками. В массе своей. Среди них есть достаточно культурных, просвещенных, совестливых, добрых, нормальных людей, которые понимают, что происходит, просто боятся рот открыть и голос поднять. Я их понимаю тоже. Но такого количества, такого высокого процента агрессивных негодяев, ну это, я не знаю, какая еще нация имеет. Так вот, они наглые, они агрессивные, они до первого поворота, когда встречают серьезный удар встречный. Вот когда они видят силу, они сразу становятся шелковыми. Это до встречи с силой. Я прошел советскую армию и кое-что там видел. Я вам хочу сказать одну вещь. И сейчас сотни тысяч моих ровесников, и не только ровесников, которые нас смотрят, меня поддержат. Вот я после года службы, мне доверили командовать сборами молодых солдат. Что такое сборы молодых солдат? Это отдельная казарма была, нас было 6 сержантов, значит, 20 грузинов, 20 чеченцев, 20 русских, 10 латышей, 10 азербайджанцев. Ну и помимо всего прочего, ситуация вообще в ракетной нашей бригаде. Я сейчас скажу вещи, повторяю, я никогда об этом не говорил. Вот сейчас пришел этот пример мне, да, который все объяснит. Я адресую это западным партнерам, которые не знают, как работать с русскими. Вот здоровое, представьте, громила такое, русский по национальности. Здоровый такой хам, мурло такое, такое ходит. Бляха опущена вниз, на яйцах висит. Шапка тут, но уже он такой, он дембель, он крутой. И говорит чеченцу, который только пришел в армию: слышишь ты там, заправь койку. А тут ему говорит, маленький, говорит ему: да я тебя, и это, и то, и вообще закрой свой рот, да я тебе сейчас. И тот только пытается что-то возбухнуть, духовитый маленький чеченец уже кидается на него и в горло ему вгрызается. И русские защищать своего товарища не идут, а чеченцы выходят все. Их выходило 10 против 50. Они в грош не ставили офицеров и всех остальных. У них дух есть, у русских духа нет. Я это утверждаю, у русских духа нет. Поэтому во всех крупных городах России чеченцы руководят русскими. И дагестанцы руководят русскими. Что нет? Кто мне возразит сейчас? И азербайджанцы руководят русскими. И попробуйте с казахами посоревноваться. Казахи вас в бараний рог быстро скрутят. Кто мне возразит сейчас? Вот так надо с ними разговаривать. Как разговаривали с ними на моих глазах чеченцы, и дагестанцы, и ингуши, и так далее. Они боятся силы. Они смелые, когда, знаете, против овец молодец, а против молодца сам овца. Это овцы. Тупые, алкоголические овцы, с которыми надо разговаривать на их языке, на языке силы. Забиваются сразу под шконку и ведут себя культурно. Я это говорю на основании собственного опыта. Я это видел, я это знаю.
Ну, напишите мне, я не прав, вот сейчас напишите нам в чат. У нас прямой эфир, у нас в Киеве сейчас 18:48-49. Напишите мне в чат. Я не прав? Василий, если можно, почитайте, да, вот что люди будут Да, писать. если будет, да, пожалуйста. Будут, сейчас будут писать. Все Нет, ну, чат. Дмитрий, какой ответ вы ожидаете? Ну, вот вам пишут. Не прав. Конечно, не прав. Вы правы, мистер Гордон. Не прав, конечно, не прав. Прав. Мир вам. Ну и дальше. Ну, вот разные, значит, мнения. Прав, согласен. Кто говорит не прав, тот не видел того, что видел я. Вот те говорят не прав. Друзья, мы идем дальше. Никогда, слышите, никогда на территории России русские не будут командовать чеченцами. Это я утверждаю авторитетно. Попробуйте меня опровергнуть. Мы идем дальше, и следующий вопрос, Дмитрий, от меня.